Сегодня в выпуске. Основной закон суверенного государства. 22 года назад, 26 ноября 1994 года, была принята Конституция Абхазии. О правах человека. Пресс-конференция ВАРС мира. Подведены итоги первого абхазского салона образования. Встреча с журналистами в Апснапресс. 26 ноября в Абхазии – День Конституции. Основной закон суверенного демократического правового государства Республики Абхазия был принят Верховным Советом 22 года назад, 26 ноября 1994 года. В этот же день депутаты высшего законодательного органа страны избрали первого президента Владислава Арзенба, бывшего до этого председателем Верховного Совета страны. Рената Шакая, продолжите. Конституция – основной закон, стержень суверенно-демократического государства, соблюдение которой определяет уровень правового развития общества, совершенство институтов защиты прав и свобод граждан, взаимодействие и эффективной деятельности всех ветвей власти. Конституция Абхазии принималась в сложных условиях послевоенной жизни, когда вокруг республики действительно сжималось кольцо экономической блокады, когда она испытала серьезное политическое давление со стороны международного сообщества. В Конституции закреплены ценность, неприкосновенность и неотчуждаемость территории Республики Абхазия. Провозглашено распределение законодательной, исполнительной и судебной ветвей государственной власти. Гарантированы права и свободы человека. Во многом благодаря тому, что Ярдзенба мог разговаривать с руководством России, несмотря на то, что руководство тогда было совершенно другое. Однако он мог убедить Ельцина, мог убедить других представителей российской власти в каких-то наших позициях, правоте. Я считаю, что он с блеском это использовал каждый раз. Если даже вот часто вспоминается именно 3 сентября 1992 года, казалось бы, проигрышная полностью ситуация. И видите, как он развернул эту проигранную ситуацию уже после переговоров. Во время пресс-конференции он абсолютно переиграл буквально всех, и Шеварднадзе, и всех, и расположил к себе и президента России, и руководство России. 3 октября 1999 года на всенародном референдуме подавляющее большинство граждан Абхазии одобрило первую статью основного закона страны, гласящую, что Республика Абхазия АПСНы – суверенное демократическое правовое государство, исторически утвердившееся по праву народа на свободное самоопределение. На основе итогов референдума 12 октября 1999 года парламент принял акт о государственной независимости Республики Абхазия. Роль личности, конечно, она велика в истории, но еще раз хочу сказать, что без, конечно, первого парламента ему было бы очень сложно решать какие-то вопросы. В последнее время у нас как-то немножко, знаете, вот отделяют президент отдельно. Это, я считаю, неправильно, потому что очень многие вопросы решались именно там, коллегиально. И был избран, естественно, президент. Там, кстати, стоит моя подпись о том, что вот он избран в этот день. Это есть в документах. Периодически к некоторым конституционным законам вносятся поправки. Один из этапов проведения конституционной реформы в общем создание Конституционного суда, формирование которого, согласно закону, парламент должен завершить к 1 января 2017 года. В соответствии с законодательством Абхазии судьи Конституционного суда должны быть не моложе 40 лет и иметь 15-летний опыт работы. Судьи Конституционного суда утверждаются парламентом по представлению президента сроком на 15 лет. Рената Шакая, Абхазское телевидение. В Минобороны Абхазии прошло расширенное совещание офицерского состава. На нем были подведены итоги подготовительного периода к 2017 учебному году и определены задачи на начало зимнего периода обучения. Репортаж Сари Исмар. Командиры воинских частей подразделений Минобороны представили доклады о работе за отчетный период времени, подробно рассказали о мероприятиях за последние месяцы. Выступающие доложили о готовности к зимнему периоду. В учебных подразделениях разработаны планы воспитательной работы. Согласно утвержденной Министерством обороны программе, в подготовительном учебном центре проходят курсы молодого бойца военнослужащие, призванные на службу в ноябре этого года. А в других частях уже организован учет хранения и порядок выдачи стрелкового оружия и боеприпасов. Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.
а именно разработаны и утверждены документация артиллерийской группы, вооружение, военная техника, обслужена и переведена на зимний режим эксплуатации. Подготовлена учебно-материальная база, отремонтированы объекты учебно-материальной базы, проведены работы по ремонту казарменного помещения, отремонтирована и запущена система отопления, а также дополнительно поставлены дровяные печи и закончена заготовка дров. Также продолжается прием личного состава молодого пополнения. Необходимую подготовку прошел и летно-технический состав Министерства обороны. Также проведен строевой осмотр личного состава. Подразделение полностью готово к зимнему периоду. Первый заместитель министра обороны, генерал-полковник Анатолий Хрулев, подводя итоги совещания, отметил, что все мероприятия, запланированные на подготовительный период, выполнены. По докладу письменному всех командиров подразделения к зимнему периоду обучения 2017 года готовы. В связи с этим, товарищ министр, на следующей неделе спланировано проведение контрольных занятий, а также начало учебного года. Министр обороны Мираб Кишмари обратил особое внимание присутствующих на решение в новом году вопросов оперативной и боевой подготовки. По его словам, сегодня в министерстве сложилось множество проблем, которые необходимо незамедлительно решить. В частности, это касается укрепления воинской дисциплины. Министр обороны Мираб Кишмари потребовал выполнения поставленных задач в самое ближайшее время. Сария Смыр, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. В Ткварчале было похищено около 350 метров кабеля, что привело к критической ситуации с энергоснабжением в городе. В результате один трансформатор остался полностью без защиты, и включать его нельзя. На другом трансформаторе, который в данный момент обеспечивает электричеством весь Ткварчал, работает только одна защита, что соответствует только 30% необходимого уровня безопасности. В сложившейся критической ситуации есть вероятность того, что при серьезных авариях или перегрузках трансформатор может полностью выйти из строя. Сотрудниками Ткварчалского РУВД проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленников. Специалисты РУП «Черноморэнерго», а также аварийные службы компании работают на месте происшествия. Ближе к обеду позвонил мне старший мастер подстанции Ткварчал ГРЭС, Адлиба Геннадий есть такой, и с волнением опешенный рассказал, что обнаружил серьезную кражу кабельной продукции на подстанции, действующие кабели. Эти кабели предназначены для вторичной коммутации, для релейной защиты автоматики, которые защищают автоматику и прочее, много очень функций выполняют внутри подстанции, без которых практически оборудование не может работать. Оно будет при любой какой-нибудь такой чрезвычайном происшествии, может оборудование не просто выйти из строя, сгореть, даже так можно сказать. Это большие, огромные силовые трансформаторы. Точное время, когда это случилось, мы не можем никак определить, потому что это обнаружилось сегодня, когда возникла необходимость отключения, а оборудование не управлялось. Это редко эти делают переключения, там что-то отключать при аварии или там при ремонте, что такое. Вот пришлось, обнаружилось, а это случилось 2 дня или неделю назад, неясно. Но вот по его словам, 1,5 недели назад он отключал, все равно вот эта часть во всяком случае работала. О ситуации в сфере соблюдения прав человека в Абхазии на пресс-конференции ВАРС мира рассказал журналистам уполномоченный по правам человека в Республике Абхазия Дмитрий Маршан. Он также рассказал о целях и задачах Института уполномоченного по правам человека в Абхазии. Нового абхазского омбудсмена выслушала и Сима Аргун. Объявленный правозащитный институт, уполномоченный по правам человека, начал свою работу. 22 ноября Дмитрий Маршан был избран парламентом Абхазии руководителем ведомства. На площадке Арсмира новый омбудсмен рассказал о ситуации в республике в этой сфере и о планах правозащитного института. По словам Маршан, для начала необходимо разработать структуру аппарата уполномоченного. Для содержания нового органа необходимо заложить средства в бюджет. В эту структуру будет входить отдел по защите конституционных прав, информационно-правовой и экспертно-аналитические отделы. Мне сказали, что представят объем финансирования, отчет, который заложен в бюджет. И после этого мы уже будем обсуждать этот вопрос более конкретно. Потому что вся деятельность уполномоченного
будет зависеть от укомплектования самого аппарата. Главная функция омбудсмена – реагировать на любые нарушения прав граждан со стороны властных структур. Задача не из легких, но Маршан заверил журналистов, что сделает все, чтобы с ней справиться. В основном у нас проблемы в Абхазии связаны в сфере правоохранительной сфере. Вот. И в местах лишения свободы есть очень много задач, которые пока еще не выполнены, это условия содержания заключенных. Вот. Вопросы в медицинских учреждениях, очень много проблем с инвалидами. Журналистов интересовало отношение Дмитрия Маршана к принятому закону о запрете абортов. Также уполномоченный по правам человека дал оценку бурно обсуждаемой в абхазских соцсетях теме нетрадиционной ориентации. По мнению Маршана, даже если действия данных лиц не противоречат закону, морально-этическая сторона запрещает делать определенные вещи в Абхазии. Это не общепринято в нашем обществе, поэтому моя позиция такая, что если у кого-то в этом вопросе есть другая точка зрения, что он вправе делать все, что ему заблагорассудится в любом месте и когда захочет, то я считаю, что каждый вправе делать все, что ему угодно, но он должен учитывать, что есть морально-нравственная сторона нашего общества, которая негативно к такого рода вещам относится. У уполномоченного по правам человека Дмитрия Маршана пока нет определенного рабочего места, поэтому временно он будет принимать граждан в здании парламента. Мы будем реагировать на любые нарушения прав человека и по собственной инициативе, не дожидаясь жалоб. В своей работе будем руководствоваться законодательством и справедливостью, сказал Маршан. Стоит отметить, что уполномоченный не заменяет те государственные органы, которые призваны обеспечить защиту и восстановление нарушенных прав и свобод. Сима Аргун, Беслан Джанджоlia, Абхазское телевидение. В связи со сложившейся общественной ситуацией в Гагрском районе МВД выступила с обращением ко всем гражданам республики, кто, пренебрегая законом, взял на себя право распространять порочащую информацию. Клевета, унижение человеческого достоинства и насилие являются уголовно наказуемыми деяниями. Только суд уполномочен на определение вины и меры наказания. Просим всех соблюдать спокойствие, проявлять сдержанность и не накалять обстановку, подчеркивается в обращении. МВД проводит мероприятия, направленные на обеспечение общественного порядка и недопущение правонарушений. Итоги республиканской педагогической конференции «Первый абхазский салон образования» подвели сегодня в Апснапресс. Заместители министра Дмитрий Гварами и Медея Чингели ответили на многочисленные вопросы журналистов. В Абхазии идет становление новой системы образования, ориентированного на вхождение в мировое образовательное пространство. Первый абхазский салон образования не только подтвердил статус уникальной площадки для обмена опытом среди специалистов, но и стал платформой для демонстрации современных образовательных технологий и конкретных предложений по совершенствованию абхазской системы образования. Тему продолжит Нисфа Аршба. Первый абхазский салон образования – это знаковое событие, так как до этого в нашей стране образовательные мероприятия столь высокого уровня не проводились, сказал, открывая пресс-конференцию, первый заместитель министра образования и науки Дмитрий Гварами. Те проблемы и те задачи, которые стоят перед системой образования, ставят перед нами новые вызовы. И, естественно, основная задача Министерства образования – это внедрение современных подходов в решение этих проблем. Это международная площадка для обсуждения, дискуссий на тему решения существующих проблем, обмена опытом педагогического сообщества, экспертов в образовании, а также выработка определенных методов решения и улучшения качества образования. Абхазский международный салон образования – это открытый форум, организованный Министерством образования и науки как платформа для обмена опытом по актуальным вопросам абхазской системы образования. На форум в Сухум приехали эксперты из различных регионов России и других стран с целью обсудить самые важные проблемы образования, его будущее. Это событие, мы считаем, станет таким переходным этапом, когда мы уже выходим из постсоветской депрессии, системы образования, переходим на совершенно новый уровень и говорим уже о развитии, а не о латании дыр. В рамках 2 дней работы
прошло более 8-10 различных мероприятий, в том числе впервые Республиканская педагогическая конференция. В рамках конференции специалисты обсудили вопросы учебно-воспитательного процесса в школах Абхазии. Они были разного характера и охватили широкий спектр проблем. По словам заместителя министра Медеи Ченгели, эта проблема актуальна не только в нашей стране. Поднимались такие вот проблемы, как что такое качество образования, как поднять качество образования в современной школе, какие существуют проблемы для решения этих вопросов. Конференция была очень живая, дискуссии было, принимали участие в дискуссиях и наши учителя. Актуальную проблему абхазских школ, а именно отсутствие учебников, не обошли вниманием на пресс-конференции. Дмитрий Гварами отметил, что Министерство образования знает об этой проблеме и по мере сил старается ее решать. В планах обеспечить все образовательные учреждения республики необходимым количеством учебников. Нис Фарш, Байлана Ласурия, Саида Гухава. Абхазское телевидение. Центру нартоведения и полевой фольклористики АГУ исполнилось 5 лет. Основная цель центра – изучение абхазского нартского эпоса и других жанров абхазского фольклора, систематизация и классификация фольклорных произведений, публикация материалов и результатов научных исследований, а также переводы произведений абхазского фольклора на другие языки. Центр проводит фольклорно-этнографические экспедиции, в том числе и за рубежом, к примеру, в Турцию, где живет значительная часть абхазской диаспоры. Мы провели немало фольклорных экспедиций как на территории Республики Абхазия, так и за ее пределами. В частности, до 4 экспедиций были проведены в Турецкой Республике, где проживает абхазская диаспора. Эти материалы и сегодня обрабатываются, они расшифровываются. Есть определенные успехи. Мы издали сборник этих записей, и сегодня такая работа продолжается. На 12-м съезде Союза журналистов Абхазии, прошедшем в Сухуми, был избран новый председатель. Им стал генеральный директор телекомпании «Абаза ТВ» Руслан Хашик. При обсуждении кандидатуры журналисты Абхазии высказались о значимости профессии и о ее главных задачах, о необходимости оживить работу Союза журналистов Абхазии. Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии передало Абхазскому государственному музею Российскую национальную театральную премию «Золотая маска-2015». Народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава была удостоена премии за лучшую женскую роль в спектакле «Медея». На 15-м юбилейном фестивале Хибла Герзмава приглашает, который проходил на родине оперной дивы, Хибла Герзмава объявила о передаче награды в Государственный музей Абхазии. Делегация Абхазии во главе с министром культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвирой Арсалия посетит 5-й Санкт-Петербургский международный культурный форум, приуроченный к 125-летию выдающегося русского композитора Сергея Прокофьева. Форум пройдет с 1 по 3 декабря. В рамках форума между Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии и Министерством культуры Российской Федерации состоится подписание плана сотрудничества на 2017 год. Директору Республиканской детско-юношеской спортивной школы игр, заслуженному работнику физической культуры и спорта Абхазии Валерию Лого исполнилось 75 лет. С юбилейной датой его поздравили сегодня в Государственном комитете по физической культуре и спорту. Об этом наш следующий сюжет. Вам сделали такой буклетик на память, что у вас было. Книга наша любимая, вы знаете. Да. И мы будем обязательно делать все возможное. Это я уже как обещание даю. 14 лет до войны Валерий Лого возглавлял спорткомитет Абхазии. За этот период заслуженный мастер спорта вместе с коллегами и тренерами сумел добиться ощутимых результатов абхазских спортсменов в соревнованиях высокого уровня. И во время войны Госкомитет продолжал свою работу. Во время войны работали, не перестали работать. Все удивлялись в Гудоутах, когда мы работали. Куда вы идете на работу? Где работаешь, спорткомитет? Начинали смеяться, но ничего. Были у нас, занимались дети по футболу, по легкой атлетике. Война закончилась. Появились баскетбольная команда, вот эти львы, которые... Прекрасная команда была. Хочу поблагодарить Баграта Тарасевича, что вот так пригласил человека, ведь не просто ветерана
специалиста, профессионала, который долгие годы своей сознательной жизни отдал становлению спорта в Абхазии. Это очень важно. С 1981 года по 1994 год возглавлял Государственный комитет по физической культуре и спорту. Это уже даже Советский Союз уже ушел, а он продолжал возглавлять уже в Республике Абхазия. Выпускник физико-математического факультета Сухумского государственного педагогического института Валерий Логуа был востребован и в других сферах деятельности. Вскоре после службы в армии он стал работать в обкоме комсомола, затем в общестроительном тресте номер 6, был директором дома отдыха Агудзера. Валерий Логуа награжден орденом Ахтапша 3-й степени. Да, огромное спасибо за такое внимание, потому что вообще у нас в спорте это уникальная организация. И задачи у спортивных работников и самих спортсменов огромные, большие, но это объединяет нас в том, что с кем бы я ни работал за все мои годы, все, как говорится, душой и сердцем относились к своей работе. За все годы, которые я работал, и сегодня работаю на спорт, в принципе, начиная где-то с 1956 года, я как начал сам заниматься спортом, и последнее и никогда не жалею, потому что я приобрел здесь не только то, что удовлетворение получил, с кем я работал, и воспитывали мы детишек, которые становились и большими спортсменами. У нас были чемпионы Европы, мира, Олимпийских игр были. Теплые слова и пожелания звучали сегодня в адрес ветерана спорта от его коллег и друзей. Юбиляру вручили памятные подарки. Валерий Логуа уже 15 лет как возглавляет Республиканскую детско-юношескую спортивную школу игр. Несмотря на возраст, не перестает трудиться на благо Родины. Наала Кови, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. В выходные дни в Гудауте пройдет 5-й международный турнир на призы мастера спорта СССР мецената Мусы Игзекова. В Абхазию уже прибыли сильнейшие борцы из Дагестана, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной и Южной Осетии и других регионов Российской Федерации. Турнир традиционный, очень представительный, победа в нем считается престижной. Усиленно готовятся к турниру и абхазские борцы вольного стиля. Абхазские тренеры надеются на удачное выступление наших спортсменов. Одним из претендентов на победу является воспитанник Гудаутской школы борьбы Иналкетия, который буквально несколько дней назад успешно выступил в Перми, где в своей весовой категории одержал 4 победы и лишь в финале с минимальным счетом уступил чемпиону. Кстати, Инал является кандидатом в члены сборной России по вольной борьбе. Завтра, 26 ноября, в Пятигорске пройдет вечер профессионального бокса без компромиссов с участием спортсменов России, стран СНГ и Европы. На турнире выступит и абхазский спортсмен. В весовой категории 72 килограмма нашу страну представит мастер спорта Абхазии и России Саид Смыр. Бой с участием нашего спортсмена вы можете посмотреть на канале Бокс ТВ в прямом эфире. Начало боев в 18 часов. Постановлением Кабинета министров в связи с тем, что День Конституции, 26 ноября, праздничный выходной день, попадает на субботу, понедельник, 28 ноября, объявлен выходным днем. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в выходные дни в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью +1-3, днем +15-17 градусов.